Итак, друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня я буду разговаривать с языковым активистом Жалсаном. Всем здравствуйте. Жалсан, языковой активист — это кто такой вообще? Сторонники защиты или развития определенного языка. То есть в данном случае это бурятский язык. То есть языковой активизм может начинаться от участия в конференциях каких-либо. То есть, Что ты конкретно делаешь? Я, допустим, у меня есть группа, и я там часто пишу какой-то контент. Он связан как раз-таки с изучением бурятского языка, то есть распространением его в интернете и тому подобное. То есть я затрагиваю темы не только языка, но в целом культуры, истории нашей. Как ты к этому вообще пришел? Начиналось просто все с опросов. То есть картинка, слово, опрос. Картинка, слово, опрос. Затем начал разбавлять уже вокабуляр, то есть словарный запас. Затем разбор грамматики какой-нибудь простой. Какими-то историческими сводками. Мне самому все это не очень интересно. И я решил это немного распространять по мере своей возможности. Получается, ты сам очень хорошо знаешь бурятский язык. Это как у тебя с детства так получилось? Или ты как-то в какой-то момент задумался и решил его более углубленно изучать? Изначально я, в принципе, владел языком в таком очень бытовом уровне. И все. Потом пришел такой период времени, когда я подумал, мне как-то не хватает этого бытового уровня, хочу больше. То есть хотелось выразить более точно, более емко, более сложно свою мысль. Начал больше читать, это бурятскую литературу художественную, смотреть как-то видео, общаться со своими родственниками, в частности со своим дядей. Он, получается, я к нему ездил, спрашиваю, как будет то, он мне отвечает. Ну, то есть это не обыденные слова, да? Не обыденные слова нет. Естественно, слова, которые, например, типа наран, саган, естественно, с детства знал. Допустим, не знал, как сказать какой-нибудь иней, да? Не знал, как овощи, да? Тому подобное. И потом, когда во мне проснулся некий пуризм, то есть хочу говорить на чистом языке, стараться избавляться от русизма в нашем бурятском языке. То есть не звонилха говорить, ахон хадуха хотя бы, да, и так далее. Вот затем съездил в Монголию, смотрю, здесь как-то все по-другому. Здесь гораздо... Все на монгольском. Все на монгольском, естественно, да. То есть и нету таких неоправданных заимствований. Коих у нас очень много расплодилось. И это тоже немного мне навело на мысль о том, что можно благодаря монгольскому языку современному вполне восстанавливать бурятский язык в более чистом и красивом виде. И мы не должны думать, что это бурятский и монгольский язык — это какие-то разные субстанции. Это очень близкие друг к другу языки, и они происходят из одного корня. Не так уж давно таки разошлись мы, буквально в 17 веке. В целом вся лексика политическая, экономическая создавалась и бурятами, и монголами 100 лет назад. То есть буряты приняли большое участие в развитии монгольского языка современного. Просто это так забылось, но ввиду советизации языка, ввиду в целом общей тенденции к русификации. Я решил брать слова из монгольского, бурятизировать их. Потом, если даже мы посмотрим, допустим, с вами, сравним бурятский язык дореволюционный, современный монгольский, современный бурятский, да? И мы видим что у бурятского дореволюционного и монгольского современного очень много схожих слов. Нету каких-либо неправильных заимствований по типу организации, да, или, не знаю, полиса и тому подобное. То есть было понятие имхизурган, или байгулга, или сагда, и тому подобное. Ладно, если так подытожить, да, для человека, который обладает, допустим, бытовым языком, что надо сделать, чтобы изучить более такой красивый, литературный, может быть, язык, чтобы больше его знать, понимать, использовать оборот? Такой лайфхак короткий. Что надо сделать так прям? В первую очередь нужно желание, чтобы было такого человека. Первое желание. Первое же, естественно, чтобы у него появилась мысль о том, что хотел бы по-другому. То есть для него, чтобы сам об этом задумался. Второе? Второе, я думаю, больше нужно ему как-то смотреть контент на бурятском языке, например, да? То есть это телевидение и интернет? Радио, тому подобное. Третье что? Третье, думаю, читать литературу. Причем на бурятском. Не советского типа. Конечно, прекрасная литература у нас советского периода, но можно взять, допустим, дореволюционные или же во время революционные, допустим, произведения, стихи, романы. Четвертое? Да, в целом, также летописи, допустим. Четвертое, я думаю, больше общаться, да, больше общаться. То есть находить носителей да. хорошего языка и с ними общаться, да? Да, то есть в моем случае это оказался, допустим, мой дядя.
Ты его прямо заставлял, говори со мной, да? Он, допустим, не прям заставлял там, да? Ну, просто с ним говорю. А как будто он как-то удивился, а чуть заинтересовался этими вообще словами. Всю спокойно жизнь нормально жил, а сейчас как-то заболел, что ли. И все. Не просто, типа, я говорю, бурят хлы улугаймыт хахана тебе. И все. Он такой, ну хорошо, то. Ну и пятое, это, наверное, съездить в Монголию, да? В какой степени для кого-то это может быть неким триггером, да, неким толчком в понимании в целом, как своей идентичности, своей может быть, да? идентичности в первую очередь, да, то есть очень низкородственный народ, понимание в целом о том, что вот как можно звучать бурятский язык. Красиво, да? Красиво, лаконично, без неоправданных каких-либо действий в отношении языка. Ты, наверное, обладаешь такой информацией. Поговорим о современном состоянии бурятского языка. На твой взгляд, какое оно хорошее, может быть, не очень? Какой процент владеющих там хотя бы бытовым языком? Ну и таким более литературным, что ли, красивым? Допустим, я думаю, то, что в целом возьмем общее население Республики Бурятия, именно Бурят, Агинского округа и Усть-Орды. То есть, мне кажется, из всего населения владеет, наверное, 30-35%. И то у них уровень очень сильно разнится. То есть он может быть у них сугубо бытовой, может быть очень высокий уровень. То есть, видите, такой вопрос, что такое владеть бурятским языком, да? То есть, владеть им на таком уровне, это тоже владение. Владеть им на уровне, там, да, телефон раззвонил, это тоже владение на самом деле. В этом нет ничего такого постыдного. Это тоже нормальное явление на самом деле. Естественное явление для любого языка. Общее состояние, ну, такое, не могу сказать, что плачевное, как определенные там, круги говорят. Не могу сказать, что оно хорошее. Прямо, да. Как некоторые любят не замечать проблем. То есть проблемы, которые нужно решать. Есть проблемы у нас, потому что в целом уровень владения языка, он разнится у всех. Уровень владения языка из поколения в поколение, он тоже падает, причем сильно. То есть я на примере своей мамы, своей бабушки могу так посудить, то, что бабушка владела гораздо более свободным, более качественным языком. А моя мама там уже чуть хуже, допустим, я там, соответственно, еще хуже иду. Какая динамика, если вот так все останется без изменений? Динамика. Что будет происходить с языком? Если мы все оставим точно так же, как все есть, то я думаю, просто уровень владения допустим, будет очень низкий. Именно уровень владения. То есть люди будут на нем говорить какие-то бытовые фразы, какие-то там обыденные вещи простые. Но ведь язык же это не только там, да, 200 слов выучил и все. Давай поговорим про негативный сценарий. Что вообще должно произойти, чтобы бурятский язык полностью исчез, его не говорили на нем? Для бурятского языка и для многих других языков России таким большим ударом оказалось принятие федерального закона о добровольном изучении национальных языков. То есть, когда данный указ издали, все, кто-то сразу перешел, кто-то там чуть позже, но в любом случае перешел. Но вообще это же, получается, противоречит Конституции нашей Республики Бурятия. То есть мы, по сути, по Конституции являемся сами отдельным государством в государстве, да, правильно? Государство государства, да, мы. И у нас в Конституции записано, статья 67, что у нас два государственных языка, бурятский и русский. Правильно? Да, так верно и записано в Бурятской Конституции. А как тогда федеральный закон может быть выше нашей Конституции? И почему мы могли бы просто этому не подчиняться, получается? Вообще-то, да? Есть вопрос о качествах политических элит. То есть могли ли мы противоборствовать этому, не могли ли мы этому противоборствовать, да? В целом такая практика именно главенствования федерального закона, она повсеместная. То есть и часто очень нарушает наши законные права по нашей Конституции. То есть если бы у нас были более сильные элиты, более волевые, то мы могли бы хотя бы сопротивляться в этом вопросе. Не факт, что мы бы одержали победу в этом, но мы могли бы хотя бы оттянуть время принятия такого закона на нашей территории. То есть, как, например, возьмем пример Татарстан, там, до 2018 вполне он был обязательно для всех, вне зависимости от национальности жителей Татарстана. А сейчас же у нас, допустим, да, хочу изучать кто-то, не хочу, там, во 2 классе пишут, да. Допустим, это же уже неравноправие происходит. Один ребенок идет на еще один урок, другой ребенок идет домой, там, в футбол играть, там, в компьютер играть. Это же тоже неправильно все. Ладно, мы немножко... Ты, получается, один из факторов ухудшения бурятского языка сказал. А мы разговаривали о том,
что должно произойти, чтобы бурятский язык совсем исчез? Ну, вот какой-то такой негативный сценарий. Лишение нас как нас государственной субъектности. Мгм. То есть, все, мы теперь не Республика Бурятия, мы какая-нибудь там, Область, да? не знаю, Байкальская область, да. Мгм. Объединят там нас. И на нас такие есть слухи, типа, мол, с Читой, с Иркутском объединимся, все, заживем там, да. Может, заживем, я не знаю, мне кажется. То есть объясни вот это вот. Люди, мне кажется, многие до сих пор не понимают, вот даже комментарии мне пишут, многие люди не понимают, что у нас, ну, по сути, свое государство. Просто мы субъект, но мы государство, как штат какой-нибудь в Америке, Ага. допустим. То есть у них же там тоже свои законы, своя конституция. То есть даже вот какие-то там преступники бегут из одного штата в другой, чтобы получить менее Ага. суровое наказание. Почему у нас вот люди не знают, что у нас государство? Ну и там Саха-Якутия государство, Татарстан тоже государство. В целом как-то это не распространяется в этом информация. Мгм. То есть даже если такие люди говорят о том, что республика, я думал, что субъект России, такое чувство, у некоторых Не, ну людей мы такое субъект говорят. России, да. И не имеется в виду понятие республика вообще. Мгм. То есть, допустим, с другой стороны, есть Федеративная Республика Германия, Китайская Народная Республика, там, да, Республика Корея. там Республика Кореи, там, да. Мы тоже такая же республика, да, Да, получается? Республика Бурятия и тому подобное. Республика Франция, да, например. То есть свой закон, свой язык, свои там, да, Своя своя конституция. конституция, да, и даже в каких-то случаях своя армия. Как, например, было в Якутии в середине 90-х годов. Просто это все нас лишили, я так думаю. И об этом сильно таки не распространяются. Если люди будут знать свои права, если будут знать свои там, да, то, что им дозволено, потому что на что они имеют право, Мгм. то Ситуация будет другой. ситуация, я думаю, будет другой. Мы часть России, но в первую очередь мы жители Бурятии. Мгм, мгм, Мы родились в Бурятии, это в первую очередь наша родина. И не малая, а родина наша. мгм. Я думаю, так должно быть. Потом, да, но мы при этом имеем паспорт России. Это нормальное явление. То есть мы ни в коем случае не должны лишаться нашего статуса республики Я ни в коем случае не и отмены нашей конституции. То есть мы должны, все жители, быть против, там, не знаю, выходить там, в защиту нашей республики, да? Правильно? Да, именно так должно быть. Мгм. Ладно, давай с негативным, я понял все, сценарием. Поговорим про хороший, оптимистический сценарий, когда большинство населения, ну хотя бы бурят, да, очень хорошо говорит на бурятском, на таком не бытовом, ну, более уже таком литературном, что ли, хорошо его используют. Что вот надо конкретно сделать? Нужно, мне кажется, в первую очередь создать институт для поддержания бурятского языка. Мгм. То есть Это определенный. первое, да? Первое, да, то есть институт будет заключаться в том, что будут детсады, будет хотя бы начальное образование на бурятском языке. То есть предметы... Не, ну мы же говорим о оптимистический сценарий. То есть не Оптимистический. хотя бы, а что-то такое, прям, ну конкретно. Тогда прям я обучаться в ВУЗе на бурятском языке. Но это очень большая, колоссальная работа для этого должна быть проделана. Мгм. Ну мы сейчас должны как бы по конституции нашей уже все это иметь институт, а у нас наоборот факультет закрылся бурятского языка. Ну да, это, видите, как раз таки вновь противоречия происходят. Мгм. Таких на самом деле противоречий будет очень-очень много, если очень порыться. Мгм. И в целом можно начать с детского сада. Первое это детский Детский сад. сад, да, то есть большое количество по городу, в селах, Мгм. детсадов на бурятском языке. Мгм. Прям Полностью. воспитатель там говорит, и все. И все будет писаться все время там на бурятском слова, чтобы это их окружало детей с детства. Мгм. Затем идут в школу они, в начальный класс, Вторая школа. и там предметы арифметика, не знаю, чтение, окружающий мир, там тоже на бурятском языке. Все на бурятском, Да. все предметы. Да, Мгм. то есть, Вся средняя школа и как бы и старшая, и даже университет, да? да, в принципе, так должно быть. Мгм. То есть для повышения, для настоящего развития бурятского языка. Это Мгм. должно быть все у нас. Чтобы И- не так, и- не худлар было, да? Да, если у нас этого не будет, то у нас так и будет оставаться бурятский язык на уровне песен, там, танцев и бытовых разговоров. Дальше что делаем? В целом, людям больше говорить о том, что вот это государство. Информирование. Это государственное информирование, да. СМИ, то есть. Да. Затем изменение немного тактики. Так, ну давай про СМИ дальше договорим. То есть сейчас у нас есть вот, Ряд инструментов, да, в СМИ. ну, БГТРК есть канал, есть Бурят ТВ, Бурят ТВ, есть газета, да. То есть вот этого достаточно или нет? радио еще есть. Радио. Этого, на самом деле, если их использовать на полную мощь Мгм. и немного изменить их контент,
то вполне себе можно привлечь гораздо больше аудитории. То есть, чтобы у них контент, ну согласись, он немножко такой, как будто бы контент ради контента, как будто ради Да. себя что-то делают. То есть, если бы они как-то повернулись лицом к зрителям, да, вот как-то так, Ну, допустим, вот или Бурят- я не прав, возьмем или у Бурят них ТВ. очень крутой контент. возьмем Бурят ТВ, например, да, там они сказали, вот, будут 24/7 будет бурятский язык. Ну, включаешь его там в 11 вечера или там 12 ночи, и там идет фильм не на бурятском языке. То есть должно быть именно так, чтобы прям кино, чтобы сериалы, друзья там, сериалы «Друзья» переводили на бурятский язык, там, да, «Властелин колец» перевели, «Гарри Поттера» перевели. Но но для этого нужно тоже Средства ряд нужны. специалистов, переводчиков, нужна аппаратура вся для этого, для перевода, для озвучки. И, хотя, с другой стороны, я бы начал даже просто с субтитров, потихоньку переходя уже к озвучиванию. Например, было бы интересно, допустим, привезли какую-нибудь там корейскую дораму, И перевели ее, да? перевели ее с субтитрами на бурятский язык. Ну и развивали свой собственный контент, да? Да. Помимо Сейчас, вот видите, популярного. как раз таки, благодаря получению контента извне, который уже существует, очень популярен, Мгм. можно вдохновляться и создавать собственный контент. Мгм. Ну, адаптация, да? Адаптация, да, происходить будет. Ладно, СМИ мы взяли, это был 4-й, да, по-моему, пункт. Дальше что? Там, ну, допустим, радио, он тоже зациклено очень, да, Мгм. на одном и том же. Там, Ну, это мы в СМИ все. да. Следующий пункт. Следующий пункт – развитие информирования, языковые гнезда, в целом создание института полноценного. Институт СМИ, имеется в виду полностью языка, да? В принципе, да, институт изучения там, да, при БГУ бурятского языка. Или хотя бы верните факультет, пожалуйста. Это будет уже хорошим таким, хорошей Начало. базой для создания филологов, преподавателей, тех, кто готов этому жизнь посвятить. То есть сейчас, получается, у нас даже нигде не учат учителей бурятского языка. Или учат где-то? Учат, да, учат. Мгм. То есть у нас преподаватели бурятского языка есть, да, заканчивают. А где? И в БГУ, и, насколько я знаю, в Иркутске еще есть. На Восточном факультете, да? В Восточном факультете, да, там. Ну, Восточный факультет это же китайский, корейский, вот. Получается, бурятский язык туда приравняли, что ли? Ну, выходит так, да. Ясно. То есть вот мы перечислили факторы. Языковые гнезда, это получается Я бы еще, наверное, образование. ввел бы такую политику, как, допустим, вот, нормальное использование всех табличек. И на бурятском, и на русском языке равноправное. У нас написано равноправный бурятский и русский язык. То есть у нас часто бывает так, то, что надпись огромная там на русском языке, внизу мелким шрифтом на бурятском языке, или с ошибкой на бурятском языке вообще. Это неверно, все должно быть так у нас. На бурятском здесь, на русском тут. Или на бурятском тут, или на русском тут. Главное, чтобы они были на одном уровне. Одним и тем же шрифтом, не знаю, правильный перевод был. Отсюда же происходит восприятие языка. Бурятский менее важен, потому что он снизу, он как-то мелко написан. Это сугубо такое, знаете, на уровне чувств. Я думаю, еще в целом обязательно многих как-то переводить свои товары. Там, допустим, возьмем мы титан, да, есть такая практика, да, но опять-таки она такая, не знаю, яблоки, алим немного, да, конфеты огромные, там, шихр немного, и все. То есть должно быть равноправное, полноценное. Я знаю то, что вот в Техасе есть такое понятие, как, допустим, вот садишься в автобус, и там хоть и испаноязычного населения очень мало, но там все равно они говорят на английском остановку, потом на испанском остановку. Хотя испанский не имеет уровня государственного в Техасе там, или в США. А почему у нас такое не делается? У нас просто на трамвае там что-то говорит, и все. Каждая остановка. У нас должно быть такое в автобусе, да? То есть, видите, это расширение, опять-таки, встречаемости бурятского языка в жизни. А вот часто говорят, что типа буряты сами не хотят изучать бурятский язык. Вот как ты считаешь, инициатива снизу такая вообще есть или нет? Думаю, люди, на самом деле, особенно молодые, или которые как-то приходят в определенном этапе жизни, потому что все-таки как-то без языка что я передам дальше своим там потомкам, да? Я думаю, у них есть запрос на это. И этот слой населения, этот пласт населения, он не такой уж маленький, да? Это неправильно говорить о том, что буряты как-то не хотят. Просто у нас для этого нет условий полноценных. Нормальных условий нет. Они То не есть создаются. нет исполнения сверху, да? Нет исполнения сверху. Если будет создание условий, которые мы ранее перечислили, у нас будет в целом расширяться бурятский язык, будет другое отношение к нему. То есть, в общем, наши политики не хотят работать в этом направлении, да? Да, как-то... Но они же не исполняют Конституцию.
Ну, По факту, да? По факту, да. А вот как ты думаешь, говорят, что бурятский язык, в отличие, там, не знаю, от татарского, допустим, или саха, он, ну, более в каком-то плачевном состоянии. Это так или нет? Все языки России, за исключением русского, находятся на одном примерно том же самом уровне. На уровне там, бытовом. То есть нигде не будет такого, чтобы ни в Туве, ни в Чечне, ни в Дагестане, ни в Бурятии, ни в Якутии не будет, чтобы пришел преподаватель или хотя бы воспитатель и начал говорить так. Объяснять тему, там, алгебраические уравнения на том или ином языке, за исключением русского. Ну, потому что у нас плана нет на наших языках, плана урока. То есть на самом деле это все миф, да, о том, что бурятский вот прям мы все хуже знаем, там, ну, Я думаю, то, что если вот смотришь просто на статистику, да, и говорят, что ну, у них там меньше там знают, все, они такие там, да, хуже у них обстоят дела. Но, не знаю, в Калмыкии хуже обстоят дела в какой-то степени, да, но опять-таки у них там тоже бытовой уровень сохранился, в Бурятии тоже бытовой уровень сохранился. Там, просто где-то в Якутии лучше уровень бытового сохранился, в Туве лучше уровень сохранился. Но это еще связано с условиями языка, видите. Ладно, ну спасибо большое за такую насыщенную, интересную беседу. Мы, я думаю, еще увидимся, обязательно поговорим. Ну ладно, друзья, а вы подписывайтесь на канал. Сейчас, видите, я уже немного в другом формате вещаю, немного расту тоже, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. Всем БРТ. БРТ.